Всем большой привет! Сегодня будет поход на мотособаке Альбатрос Ощемель. Грею. Так, проверяю, клапанная крышка, если теплая становится, уже все, выезжаю. Налегке поеду, собаку не буду брать. Лыжи возьму, рюкзак. На сбор чаги еду. Также поход небольшой будет. Все как будет, конечно же, буду снимать. Минус 14 градусов было с утра. Сейчас такой снежок начинается. Ну и уже за час времени уже на 4 градуса потеплело сейчас. Минус 10. Ладно, давайте съездим, посмотрим новые места. Может, что-нибудь найдем, может, нет. Как все будет происходить, буду снимать. Приятного вам просмотра. Не забывайте, ставьте лайки, дизлайки. Ну и подписывайтесь. Ну вот я уже в лесу. Тут оставляю мотособаку и пойду. Здесь такой ручей. Вдоль ручья пойду, может, у ручья что-то и есть. Березы вижу. Там сосновый лес справа. Вот, переоделся на лыжах. На лыжах сейчас пойдем. Прошел метров 300, пока пустой. Здесь место такое оказалось не очень приятное. Ну, блин, знаете, вот вроде и елки, и березы. Самое то, что где можно увидеть чагу. Но тут летом вообще непроходимо. Только зимой. Вот пни, видите, это елки. Свалившиеся деревья. Очень много. Бурелом. Вышел к реке. Тут, короче, ребят, лес вообще какой-то хиленький. На другом берегу тоже самая картина. Вперемешку сосны и береза. Тут не рыбачили. Рыбаков пока не было. Вот и здесь. Совсем не радует меня, конечно, тут эти места. Но раз начал, уже пройду. Вот какой-то вот смешанный лес. Сосновый с березой. Вроде и крупные березы тоже есть, но пустые. Немножко ветерок сегодня есть. Прям хрустит лес. Трещит. Ну, короче, я тут одну нашел. Не крупную. Ну, хоть что-то. Хоть какое-то начало. Вот она. Живая береза. Будем забирать. Особо выбора нету. Можно сказать, совсем. Проверить. Ух ты! Чего себе! Попал. Ну вот. Быстро отломалась. Вот он. Первый такой. Как кораллы. Вот. Также придется чистить.
Очень много бересты. Ну, хоть что-то. Ух ты, ребят. Что я нашел? Куда я попал? Райское место. Вон верховая чага, которую не достать. Очень высоко. Даже с пешней сюда. Здесь не достать. Не вон он. Огромная, большая. И высоко. Вот. Прям не достать. Вот. И самое главное, вот он. Круговую. И там огроменная. Сейчас чуть позже подойдем. Что-то непонятное, что там, какой нарост интересный. Ладно, забираем. Я кайфую, ребят. Я балдею. Смотрите, сколько тут чаги. Обалдеть, хорошие чаги, между прочим. Свежие, черные, как сажа. Это самый сочный, наверное. Да, и большой. Какой крепыш. Сразу не обдолбить. Опа. Ага. Есть. Так. Эти хорошие, но внутри. Опа. О, получается нормально. Ну вот, уже не зря я сюда тащился, приехал. И здесь сколько пустую шел. Ради этого стоит. Вот, смотрите. Вот. Где-то килограмм 4 тут точно будет. Ну и будем еще надеяться, что найдем. Термос оставил на мотособаке. Сейчас пойду по этой вдоль реки. И рано или поздно выйдем на Бураницу. Короче, я потом пешком схожу за мотособакой. И уже там с термоса кофе попьем. Вот. Насчет пешни 2 слова хочу сказать. Вот как вы видели, у меня сегодня вот такая палка. Вот. Легкая, такая тоненькая. Эта палка как бы выручает, когда я иду. Просто упираюсь на эту палку, бывает. Или снег сбиваю. Но и вместо штатива он тоже очень удобно. И ходить с ним легко. А пешню я не взял. Вот видите, сколько я прошел и сколько я еще пройду. Вес пешни, ну я не знаю, килограмм 3 точно есть, наверное. На себе таскаю полдня и, ну, может там одна чага верховая попадет и сбить там, долбить не очень приятно таскать. Решил, в общем, без пешни. Буду пешню брать, если буду ходить где-то вдоль реки, скажем, вот по открытой воде, или вдоль дороги, где с техникой, чтобы почаще чагу оставлять и уже на технике забирать. А здесь у меня круг просто сумасшедший большой будет. И ну, на себе не хочется, просто не хочется таскать. Просто я несколько раз брал с собой. И вот иду, и одна чага попадет там, блин. Неприятно. Вот. Хотя вон там чага, вот, смотрите. Вон. Ну, высоко, это даже пешню. Если кое-как ты достанешь, кое-как, удара не получится у тебя. Ты будешь там цокать, а удара не будет, и эту чагу большую, огромную просто не сбить. Это... Ладно, сейчас я вообще буду чистить эту чагу, вот, что я собрал. Почищу и дальше вперед. Только вперед, ни шагу назад. Кольцевая такая будет здесь. Ну, там уже глубже сосновый лес. Чисто вдоль реки пройдусь. Будет. И нет, так ничего страшного. Другой день найдем. Вот смотрите. Такой большой нарост. Сейчас приближу.
На штативе вам подниму, поближе посмотрим, что это фигня какая. Там вверху чага, очень-очень высоко. И там тоже какой-то нарост. Ой. Вот. Что это может быть? Может, от чаги это... Чтобы рассмотрели ближе, показываю. Не знаю, что это может быть. Может, от чаги это потом превращается в какой-то вот нарост интересный. Прям вот, если вот это вот как-то спилить, потом вычистить, лаком покрыть, и по-своему красота тоже будет. На стену повесил и, не знаю, интересная штука. И там на дереве тоже есть такая. С утра 14 градусов было, и думаю, блин, холодно будет. А нет, 10 градусов, вот сейчас думаю здесь вот, ну может чуть больше. И вот ходить для пеших походов, вот эта температура самое то. Не жарко и не холодно. Минус 20 уже мерзнешь. Уже и лицо мерзнет, и руки замерзают. А 10 градусов до 15 это самое то. Прям вот видно, как снег там блестит, падает. Не знаю, это, конечно, видеокамера не передаст, но красиво. И уже скоро все это растает. Немножко уже осталось. Дошел до ручья. Следы выдры я вижу. Очень глубокий овраг. Надо обходить, где-то переход искать. Вон там валежники, может там где-нибудь. Зимой как-то, ну как сказать, в принципе, что и летом, что и зимой. Сейчас зимой вот этот валежник выручает, который поперек лежит тут. Очень много. Но враг, конечно. Ой. Самое главное не упасть и шею не сломать. Вот. Это основное. Все. Перешли. Вот такая картина. За спиной вот такой спуск. Я вообще сейчас шел, болтал вон оттуда. Вдоль этой старицы или ручья иду. Болтаю на второй канал. Небольшой ролик тоже по пути снимаю на смартфон. И боковым зрением, ребят, увидел просто офигеть огромную чагу. Просто огромную. Это джекпот. Сейчас подойдем, посмотрим, вообще годные или нет там. Вот, пожалуйста, следы. Да, зайчишки проснулись. Немножко есть. Хотелось бы, чтобы больше было, размножалось. Вот он. Красота. Фу, бля. Фу. Блять, там такие куски этого снега, я имею в виду. На голову пойдет, хана будет. Один от
сбил. С горем пополам. Второе такое. Думал, на меня идет. Снег упал, думал, на меня идет там с деревья. С дерева-то есть. Там, короче, навигатор показывает, где-то изба. Но мне не по пути. Я вышел на сосновый лес. Не знаю, как быть. Но с рюкзаком туда нет, не пойду. Давайте сделаем так. Я сейчас выйду на дорогу. И от дороги я вернусь. Тут все открыто, блин. Не-то старица, не-то. Так. Но интересно посмотреть, что за изба там. Он где-то вон там показывает. В принципе, недалеко. Если изба живая, там туда дорога должна пройти. Так. Может быть. И туда хочется, и сюда. Ладно. Выйду на дорогу. Разгружусь. Выгружусь. И лучше налегке. Не, это не вариант на себе таскать. Это килограмм 15 уже точно есть. Лучше надо выгрузиться. О, такая лафа, ребят. Куница одна. 11 лет у куницы видел. Ну, у зайца много следов. Не, схожу я. Хочется посмотреть. Блин. Или карта не обновлена в геотрекере. Но факт, что какой-то пустырь и похоже на избу там. Вон там, в ту сторону потом сходим. Здесь, между прочим, надо запомнить это место. Как сказать, может даже и здесь грибы выходят белые. Что-то очень похоже. Ну вот, выгрузился первый мешок. Тут буранится уже. Все теперь понятно стало. Вообще до конечной точки у меня не так далеко уже осталось. Но все равно лучше здесь оставлю. Надеюсь, что я еще найду. Потом, где я озвучил вот эту конечную точку, там, в общем, оставим рюкзак, потом пешком сходим за мотособакой. Ну, я не знаю, напрямик, может, километр полтора будет. Вот, и посмотрим. Чай попью, подумаю, возможно, еще дальше сегодня сходим. Вот, а это пока здесь пускай будет мешок. Никто из наших точно не заберет. Нет такой привычки. Я лично доверяю своим односельчанам. Скажем, вот оставляю мотособаку и вещи оставляю. Кроме оружия. Оружие никогда. А все остальное, вот эту чагу могу, топор оставить. Ну, просто я доверяю, и мне должны свои односельчане доверять. И так надо жить. Не надо красть друг у друга. Лучше спросить. Или же вот и в такую ситуацию попадешь, скажем, избушка, там провизию вы съели, там в трудную ситуацию попали, или же еще что-то там взяли, одежду сухую. Просто придете домой, и каждый знает, у кого где какая изба, там скажет, там вот у тебя там съели, или же сами потом увезут, ну, взамен все это дело. Раньше так делалось, и сейчас у нас пока так. У нас пока так. Свои законы лесные, таежные и правила, вот как бы надо уважать друг друга и доверять. Доверяй, но проверяй. Вот мои следы. Вышел на дорогу. И это заброшенная дорога, ребят. Идет к реке.
на луг. Видно, что подсад вышел уже на дорогу. Здесь, ну, может быть, на мотоцикле ездят, но не на машине, ни на чем. А когда избу поддерживают, изба живая, если, то туда надо, конечно же, стройматериалы увезти. Вот уже вот видно, сюда налево дорога идет. И на середине дороги вот такое уже дерево выросло. Если изба и есть, то там, наверное, только один сруб. Вон она есть. Нашел. Действительно, навигатор не обманул. Давайте глянем, что за избушка там. Вот. И оказывается, это как на островке. Вот здесь Старица проходит круговую. Да, избушка. Это даже, ребят, не избушка, а типа как времянки. Как будка из досок. Ну, чтобы ночь переночевать, летом тут сено скосить, там поляна была, сено, наверное, заготавливали. Рыбачить приехать там летом. И все. Вот это как выглядит. Так, дверь закрыта. Сейчас с окна посмотрим. Смотрите, сколько зайцев круговую откормился березой. Зайчишка. Вот. Телом здорово. Кирка. Не знаю, как это избушка или нет. Ну, окно добротное. Сейчас посмотрим. Так. Заходить неохота уже. О, блядь. Упал. Вот все уже сварило. Запах, конечно. Печки не вижу. Печи нету. Крыша. Все в инее. Надписи тут какие-то. Так, Лёве. Так, Люда. И не вижу. И после солнца ничего не вижу. Короче, вот такая картина. Ну, чтобы от дождя спрятаться еще возможно. Переночевать без печи, ну, не вариант. Вот такая крыша. Лага такая. Надеюсь, видите. Ладно, сейчас надо как-то мне выйти. Я что-то... знаете, вон палец от трактора. Это привезли на тракторе. Это как бы на санях. Вот. Положья такие называемые, из бревен, да, там трос еще видно. Угу. Это тащили на тракторе готовую будку. Обычно такие будки на каждой бригаде там у рабочих. Так, надо мне выйти отсюда. Как? Опа. Опа. Ну вот, познакомились с очередной избушкой. Ну вот такая картина. И для одного человека, скажем, для охоты, для рыбалки вполне достаточно такой размер. Ну, грубо говоря, 3 метра, может 3,5, ну 3 на 2. Достаточно. Раньше строился тоже избы. Желание было больше и больше построить. А сейчас, если бы я бы, наверное, тоже каркасную избушку построил бы еще. Тоже маленькую, одноместную. Ну, максимум 2 человека, чтобы переночевать. И все. Достаточно. А это привезли, это на тракторе тащили. Явно будка какая-то. Проблем в годы лесопункта не было. Доски там. И с техникой проблем никаких не было. Там на тракторе даже и на охоту ездили. Полный бак заправят там. И с ночевкой остается. На охоту потом гоняют. На Т4, представляете. Газку только долбили, там косачей, глухарей много было. А сейчас на каждой технике, блядь, GPS. Там шаг лево, шаг право, расстрел. Не нагуляешься там.
А раньше беспредел было вообще. Все было можно, сейчас ничего нельзя. Да, мы эту разницу еще можем озвучить, вспомнить и сравнивать, что было и что сейчас. Вот так. Ладно, все понял, сейчас где я нахожусь. Не так далеко уже оказалось, что там тоже бураница будет. Понятно. Вон туда скатился. Короче, шел вон влево. С правой стороны увидел. Прям как тазик, такое огромное черное пятно. Очень большое. Но чаги тут нету, я там прошел. Вообще пусто. Первое дерево вот такое вот. Вроде что-то есть. Еле, блядь, заметил тоже. Вот смотрите, как тут все густо. И за тайгу не считают, блядь. Ага. Лес. Какой лес? Это настоящая тайга, блин, дремучая. Ух ты. Ну, хоть что-то. Вот, видите? Я подошел. Издалека увидел. Огромная такая, блин. Да. Отлично. Дерево живое. Каждый раз, в принципе, зачем мне показывать это? Живое там или нет там. Орган. Вот это да. Прям сказка. Сейчас будем долбить. Вот считай. Вот с моим ростом еле достаю. И плюс еще 70 сантиметров примерно снега. Если без снега уже вот эту чагу не заберешь. Он уже высоко будет. Ой, блядь. Снега, блин, сколько там. Ух ты, блядь. Снежок, конечно. Ну вот. Все получилось забрать. Прям огромное. Тут уже, ребят, появились следы у рыбаков. Вот лунки. Вон там тоже бурили каждые 5 метров. Вот искали хариуса. Здесь, видать, мелководье, здесь пробурили и там ниже. А выше уже шинковали там капец. Может, поклевки были, поэтому часто так вот. По-другому никак. Хариуса не найдешь. Это надо, ребят, хариус это трудовая рыбалка. Это не ельцо ловить с одной лункой с прикормкой. Хариус это движение. Чем больше ты ходишь, чем больше лунок сверлишь. И может удача попадет, там рыбу поймаешь. Вот. А мне эта работа уже, эта рыбалка вообще надоела. Вот целый день борешь, ищешь. И там 2 рыбины поймаешь за день. Никакого удовольствия от этого я не получаю. Вот. Может, в марте еще как бы по последнему льду, возможно, еще рыбалка на хариуса и будет, но чтобы вот заядлым быть рыбаком хариуса, не, это не мое. Ловилось бы другое дело, просто не ловится. Да. Ладно, сейчас уже недалеко бураница тут будет. Там подумаю, что дальше делать. Выше уже от бураницы тоже я там собирал. Сейчас надо мне ехать куда-то на мотособаке. Или за речье поехать.
Здесь переход будет бураниться. Или же по другому пути в другое место сходить. Там не знаю, бураница есть или нету. Сейчас пешком схожу до мотособаки, а там уже подумаю, сюда приехать или же в другую сторону дальше по этому берегу идти. Кое-как заметил, смотрите, за елками, что слева, что справа. И кто там спрятался, блин. Вот. Короче, я сейчас это забираю, дальше идем. Ну как буду рубить, уже не буду снимать. Штатива некуда ставить. Кругом подсад, блин. Все, короче, здесь оставляю. Вот, рыбаки вон оттуда вышли. Я прошел вот здесь. А бураница основная вот тут проходит. Вот такие дела. Там, короче, тоже уже проходил. Ладно, пойду налегке, без лыж, без ничего. Просто прогуляюсь. Пусть спина отдохнет. Ну, килограмм десяток, наверное, тоже сейчас набрал. Я вообще не ожидал. Сперва шел тоже пустой. Потом одна большая чага, вторая, и рюкзак наполнилась. Здесь я давно уже проходил. На буране вот. Первый раз, когда заезжал на буране. Вот. Ну, примерно так. Ладно, ребят. Вон зайчишка. Птиц вообще нету. Ни синица, ни синицы, ни дятел, ни... Какие, не говоря о том, что уже какая-то барая птица. Даже куропаток нету. На первую избу ездил с ночевкой, там хоть куропатки видел, когда на буране ехал. 3 или 4 штуки примерно было. А с чем съездил, сходил, потом приехал. И сейчас уже буду чай пить. Ну как по привычке чай говорю, а берут с собой кофе с молоком, с печеньем. Марийка. Остываю, капец. Холодно. О. Сейчас согреемся. Горячий кофе попьем с молоком. Ой, как же хорошо. Сладкий. Сладкий и вкусный. Вот такое печенье и кофе. Чуть под горку не свалился, ребят. Фух, упал капитально. Вот здесь поднялся. Потом смотрю, вот там выдра свежая. Буквально вот сейчас ходил зверь. Еще шаг второй. И, короче, если бы я сам даже меня назад скатило, я прям на снег скинулся. Потому что вон там овраг уже за спиной. А выдра-то есть. Здесь такой лес. Здесь прошел, вообще ничего нету. Хреново дело пока. Слева старица. Справа старица. Может быть даже озеро. Такое небольшое. А за этим озером, ребят, я увидел. Сперва сомневался. Думаю, блин. Опять переходить вот это. Особо не хочется вот эту старицу холостую. Но там нормально. Как бы хорошая чага. Сейчас подойду поближе и покажу. Тут смотрите, какой переход. Валежники нехорошие. Вот вон на том березе. Невысоко. Вот. А кроме этого шел, блин, вообще пустота. Ничего нету.
Последний раз, наверное, включался, когда в гору поднимался и упал. Бух. Я и говорю, так шею можно сломать. Куда-то ближе ушли. Вон она. Так, с виду очень-очень большой. Я подошел так себе. Самый на косогоре, блин. Неудобно место. Опа. Опять упал. Отдает назад лыжи, и вот и бывает падаю. И ремень. Самое главное, ребят, ремень. Что-то случилось. Ремень. Вот это. На лыжах. Блин, как же это рубить-то? О! По стеклу, блин. Воски такая. Фу. Это так. Есть контакт. Вот он. О. Здоровый, бля. От мотособак еще все дальше и дальше отдаляюсь. Здесь какое-то сырое место и ручей небольшой был. Ельник. Лес такой очень плотный. Прям очень-очень плотный. Вперемешку с березой, но тут, ребят, вообще ничего нет. Капец. И низкорослые елки. Не такие высокие. Сейчас еще пойду. Но не знаю. Да и смысла я не вижу туда идти. В принципе. Возле реки обычно высокие деревья. А здесь там стена леса. Вон смотрите какая. Под саду очень много. Еле прошел. Ну вот видите, вот береза, кругом березы. И все пустые. Первые следы рябчика. Вот они. С них смотрите, как падают. Рябчик прошел, тут белка пробежала. И здесь заяц. Вот. Тут вообще лес такой становится не для меня. Тут лощиные места, блин. Но не для чаги. Тут вообще болотистые такие вот сырые места, участки, видать. Вот я надеюсь, все, иду. А толку-то нет. Поверьте. Да, надо разворачиваться. Сейчас еще к реке схожу. Выйду к реке. Речку поснимаю, посмотрю, как там. Но видно, что рыбаки, ребят, там вот след показал у рыбаков. И эти рыбаки буквально 2 поворота, 3 отчилы, наверное, проверили. И все, вообще не рыбачили. Явно поняли, что рыба не клюет, рыбы нету. И они просто дальше уже не рыбачили. Вот тут еще следы. Короче, здесь, в этом месте рябчик живет. Это 100%. Перекур небольшой.
Просто отдохну, посижу. Без рюкзака. Хотя там только одна чага. Ну, из одного дерева там 3 куска. 2 куска взял. Одного выкинул там. Одна труха. Вот, 2 куска. Прошел примерно от мотособаки километр. Я уже развернулся, уже солнце с левой стороны у меня. Буду идти в сторону мотособаки. Здесь ничего нету. Очень тяжелый путь. Здесь, в этих местах, вот что я здесь прохожу. Вот. Вроде пустырь, смотрите. Но поверьте, здесь, если, скажем, осенью охотиться, но очень тяжело будет ходить. Потому что здесь сыро. Сыро, валежники, кустарника очень много. И такие места лучше, конечно, чуть подальше обходить, если есть возможность. На второй избе я тоже, бывает, напрямик по таким местам возвращаюсь. Капец. Да и сейчас тоже, блин, спотел очень сильно. Вот. Ладно, сейчас. Там, наверное, справа будет какой-то сосновый лес, но все равно буду, ориентир у меня будет солнце, и буду шуровать. Сейчас посмотрим, сколько примерно я за сегодня уже прошел. Но где-то километр надо убрать, как бы на мотособаке я, ну, возвращался к мотособаке, потом вот, если посмотреть, 7 километров 880 метров. Так. Да, нормальный маршрут, в принципе. Вот, время пути у меня 3 часа 53 минуты. Ну, я говорил, что часов 5 сегодня буду бродить. Или здесь озвучил, или же на второй канал, когда я снимал на смартфон. Вот. Ну, примерно уже, вот 4 часа уже у меня в пути с перекурами и с чаепитием. 7 километров 880 метров. Ну, отсюда километр 300, если убрать, 6500 примерно я уже прошел. 6500. Так. Трик такой, блин. Нормально. Да, нормально, придется мне идти сейчас. Параллельно пойду. Вот. Ну и за этот маршрут, вот сейчас что я прошел от мотособаки, у меня получается одно дерево только с чагой. Вот. Так что где-то есть, где-то вообще нету. Может, еще 100 метров пройдешь, и там куча будет. Но нет, я туда больше не пойду. Если я найду большое количество чаги, мне выносить потом очень далеко будет. И это самоубийство. Это, скажем, хотя бы 2 километра, и у вас в рюкзаке 20 килограмм, это очень тяжело. Это просто, блин, когда ты вот это несешь, это, ну, нафиг. Лучше надо выбирать место, где у вас поближе дороги, техника там поближе, чтобы выносить. Хотя бы 500 метров, но не 2 километра и не больше. Тут чьи-то следы. Очень большие. Похоже на росомаху, наверное, даже. Я так думаю, но да, это вроде как не волк. А может и волк. Вот такой след. Сосновый лес. Он туда пошел. Мне налево надо идти. Вот Старица, вдоль Старицы. Короче, тут уже все, сосновый лес. Больше берез не будет. И вот такие следы. Я не знаю, ребят, кто это может быть. Честно. Похоже на росомаху. О, рябчик.
Наконец-то услышал звук птицы. Где-то там. Да, это росомаха. Ну вот и все. Наконец-то я снял лыжи. Вот они лежат. В рюкзаке только 2 чаги. Читай, после обеда сколько прошел. Практически ничего не нашел. Сейчас я переодеваюсь, собираюсь. И уже поедем обратно. По пути заберем мешки. 2 мешка. Ну, где-то примерно у меня, наверное, получилось сегодня, грубо говоря, 30 килограмм. Плюс-минус там 2 килограмма. 30, наверное, будет, потому что 2 мешка и здесь еще. Но здесь мало. Полкило. Вот такой поход. Бродил 5 часов. Нормально. Фу. Ладно, сейчас поедем в сторону дома уже все. Нагулялся на сегодня. Во. Там вообще чаги на другом берегу. Ничего нету. Другой раз уже в другие места будем покорять. Но сюда уже больше. Здесь сосновый лес в основном. Сосняк тут. Поэтому и такая картина, берез мало. Ну вот и все, ребят, зрители, гости моего канала. Немножко поснимал, показал, как сегодня я собирал чагу. Ждите очередные фильмы. Кто первый раз на моем канале, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Что заслуживает, то и ставьте. Ну и все, наверное, я поеду обратно домой. Обратный путь снимать уже не стану. Ждите новые фильмы, новые походы. Походов еще будет много. Все, всем пока и до новых встреч.